эфире очередной выпуск программы «Амчра». Здравствуйте. Необходимо ли принимать закон о майнинг-фермах? И нужен ли был нашей стране закон об обороте оружия? И почему парламент до сих пор не принял проект бюджета 2021 года? По всем этим вопросам и многим другим высказался депутат парламента Лаша Ашуба. Лаша, добрый день. Спасибо, что согласились дать нам интервью. Первый вопрос у меня такой. Может, немного рано подводить итог, но и тем не менее вы уже 4 года являетесь депутатом парламента, через год истекают ваши полномочия. За это время, как вы считаете, вы сумели реализовать себя, проявить себя и осуществить все, что вы планировали? Добрый день, Эсма. Спасибо большое за сегодняшнюю возможность сегодняшней встречи. Наверное, оценивать свою работу в полной мере будет не совсем корректно с моей стороны и правильно. Оценку деятельности дадут люди, дадут избиратели, соответственно. Что касается реализации потенциала в рамках деятельности в парламенте, конечно, частично удалось реализовать потенциал. Хотелось бы сказать вообще про этот созыв парламента и состав парламента. Состав, избравшийся в 2017 году, непростой состав, много опытных людей. Здесь был экс-президент республики, да, был нынешний президент республики, значит, много именитых людей. В то же время прошли люди в возрастном диапазоне от 35 до 55-60 лет, да, то есть относительно молодое поколение в парламенте было. Этот созыв, можно сказать, был сплавом опыта и молодости. Но что касается потенциала парламента, возможно, его не удалось реализовать в полной мере в силу объективной причины политизации многих процессов в Абхазии. Да, у нас политизирован не только парламент, политизировано частично и общество. Да, парламент — это отражение нашего общества, да, но значит, политизация многих вопросов, которые рассматриваются, я себя не исключаю из этого числа, депутатами, привела к тому, что высокий потенциал этого парламента не был реализован в полной мере. Я надеюсь, что значит, люди, которые придут в парламент после этого созыва, смогут в более полной форме реализовать потенциал. Связано это со многими вопросами и прежде всего с системой, которая сложилась в республике. Это система, которая подразумевает очень большую власть президентскую. Да? Возможно, с перераспределением каких-то функций и полномочий ажиотаж вокруг президентского кресла бы поумерился, и страсти в парламенте, как в политическом органе, в том числе, тоже поулеглись бы, и работа началась бы более продуктивная работа. Но при этом этот парламент принял много разного рода законов правильных, участвовал во многих сложных ситуациях в качестве медиатора. Поэтому работу парламента, наверное, оценят все-таки избиратели, да, впоследствии. За все эти 4 года у стен этого парламента происходили разные события, бурные. По-вашему, насколько парламенту удавалось быть таким стабилизирующим органом вот в кризисной ситуации для страны? Да, действительно, за прошедшие 4 года было много разного рода событий. Это, наверное, можно их и перечислить. Есть более значительные по количеству, скажем так, митингующих, по накалу страстей, есть менее значительные. Но так или иначе, во всех этих вопросах парламент во все периоды занимал роль медиатора, на мой взгляд. Это и события января 2019 года, так называемый митинг Полукава. Это события, связанные с выбытием из гонки, выбытием Аслана Георгиевича Бжани из президентской гонки. Это и события января 2020 года. И во всех этих событиях парламент принял непосредственное участие и, как правило, выносил наиболее оптимальные решения. Конечно, у нас
Как и во всем мире, я, кстати, интересовался, принято ругать парламент, да, есть расхожая шутка о том, что не шутка, фотография в интернете, как змея съела одного из депутатов парламента африканской страны. Наши, значит, блогеры требуют 35 таких змей в Абхазию, но я думаю, что это все по-доброму происходит, да, и если брать всю систему государственных органов в республике, да, система состоит там из законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, которые призваны уравновешивать друг другу. Наиболее, значит, прямой контакт установлен все-таки у депутатов с населением республики, да, с народом. Больше общаются депутаты. В силу разных причин, в том числе и объективных, за каждым министром целое министерство, огромный пласт дел, начиная от, значит, дисциплины в министерстве и текущих дел, да, заканчивая прямыми обязанностями министра. В этом смысле депутаты народ вольный, да, и поэтому больше у депутатов складывается общение с населением. Закон об обороте оружия. На интернет-сайте «Спутник» проводили опрос, нужен ли в Абхазии такой закон или нет. 70% голосующих проголосовали «за». Вы как считаете, нужен ли такой закон в Абхазии? Безусловно, Эсма, закон об оружии нужен в Абхазии. Я хочу выразить свою благодарность и разработчикам этого закона, и инициаторам, в частности, Комитету по безопасности, Илье Гуне, Раулю Лолу. Эта сфера не была урегулирована, она была урегулирована отдельными документами, которые остались у нас со времен Советского Союза. Это различные вопросы, связанные с оружием, лицензирование и так далее. Но я не голосовал за этот закон во втором чтении. Связано было это с тем, что я был против ношения оружия всеми гражданами республики там, с 27-летнего возраста. В данном случае возраст, если бы он был и 30-летний ценз, наверное, я был бы не за. В сегодняшней, хотя часть людей говорят, что это элемент традиционной абхазской культуры, да, но элемент традиционной абхазской культуры — это кинжал, алабача. Я сомневаюсь, что кто-то будет ходить с кинжалами за пазухой. Здесь речь идет об огнестрельном оружии, о пистолетах. В законе говорится, что это должно быть скрытое оружие, что с оружием нельзя посещать торжественные мероприятия, значит, массовые мероприятия, митинги и так далее. Мне с трудом представляется реализация данного закона в этом отношении. Другой вопрос, что закон есть на сегодняшний день, в него можно вносить изменения впоследствии, но внести изменения в отношении ношения оружия, да, мне кажется, будет очень сложно. Я думаю, в стране, которая является туристической, куда приезжают до 1 миллиона туристов в год, тем более с учетом того, что творится в мире и многие страны закрыты, в стране, где нужно создать благополучный инвестиционный климат, не обязательно всем гражданам разрешать ношение оружия. Это мое мнение как гражданина и как депутата парламента. Вы являетесь членом 2 комитетов по международным межпарламентским связям, связям с соотечественниками, а также по государственно-правовой политике. Что вам удалось сделать в этих комитетах? В 2 этих комитетах специфика работы разная. Комитет по международным связям и межпарламентским связям и связям с соотечественниками, значит, он занимается, допустим, ратификацией различного рода соглашений, очень важных для республики. Члены комитета бывают на различных международных площадках, в том числе и на самой знаменитой площадке, это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Отвечает на некоторые заявления, которые звучат в иностранных СМИ. Ну и, соответственно, тоже есть в производстве определенные законопроекты. Что касается Комитета по государственно-правовой политике, через этот комитет проходит огромное количество разного рода законопроектов. В парламенте, можно сказать, самые загруженные комитеты — это Комитет по государственно-правовой политике и Комитет по бюджету.
Затем через Комитет по государственно-правовой политике проходят и кандидатуры судей, прежде всего, да, кандидатура генерального прокурора, кандидатура уполномоченного по правам человека. Также из среды, значит, комитета, ну, исходят предложения о, значит, наших делегатов в квалификационную коллегию судей, также в квалификационную коллегию при Палате адвокатов. Большое количество вопросов ведет данный комитет. В рамках комитета рассматриваются и, значит, вопросы могут рассматриваться, связанные с бюджетом в том числе, да, то есть комитеты могут проходить на стыке. Если тема параллельная, два комитета могут объединяться и обсуждать ту или иную тему. Что касается моего личного, значит, участия в работе комитета, стараемся активно участвовать в разработке различного рода законопроектов. Из тех, что запомнились, это был комитет по бюджету, значит, в свое время вносили поправки, была введена патентная система налогообложения и также спецналог. Загвоздка заключалась в том, что повышались ставки. Я был против повышения ставок категориям работников. Это парикмахеры, значит, автомойки, различное мелкое обслуживание и так далее. Я был против повышения этих ставок, и части поправок были внесены все-таки. Да. Рассмотрение данных вопросов было в комитете по бюджету, и на сегодняшний день, значит, эти два закона остаются в прежнем виде, хотя часть ставок была повышена. Да. Но с частью моих поправок коллеги согласились, с другой частью нет. Такова работа парламента, коллегиального органа. Мне бы хотелось узнать ваше мнение об указе президента об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия, который был подписан 7 декабря. В частности, пункт о формировании дополнительного формата многоуровневых переговоров между Абхазией и Грузией. Термин «многоуровневый» вызвал бурные споры и обсуждения. На последней встрече президента с парламентом Аслан Джаня предложил парламентарию, чтобы они подготовили письмо со своей формулировкой. Вы как считаете, этот термин «многоуровневый» несет угрозу нашему государству? Я хотел бы сказать, что существование самой концепции уже положительный, очень положительный шаг. Концепция была утверждена 4 декабря 2020 года президентом Абхазии. Эту концепцию можно назвать конкретным отправным документом, в том числе и внешней политики. Конечно, любую концепцию можно изменять и бесконечно дополнять. И вот в Российской Федерации тоже была принята концепция внешней политики, но в 2014 году, буквально через 2 или 3 года, она была изменена. Связано это было с событиями, которые происходили в 2014 году. Всем известные события с Крымом и так далее. И в эту концепцию были внесены соответствующие изменения. Что касается второй части вопроса о многоуровневости, действительно, подобный термин содержится в, части концепции, вот как раз она у меня здесь есть, связанной с взаимоотношением с Республикой Грузия, и вызвала серьезный общественный резонанс, в том числе и в среде различных политических партий, организаций. Я думаю, что вообще внешняя политика очень тонкая материя. Обсуждать, в том числе и концепцию внешней политики, и конкретно взятые вещи, и что в них подразумевается, всем миром не получается. Во всяком случае, нужно это делать в закрытом режиме частично, я думаю, да, с привлечением всех заинтересованных субъектов, в том числе партий, организаций. Все наши люди настроены патриотично и настроены через призму интересов республики. Но излишняя политизация, излишняя шумиха вокруг этих вопросов ничего Абхазии не сулит. Ни одна страна в мире не обсуждает во всеуслышание все нюансы международной политики. И в этом смысле вести себя как слон в посудной лавке в вопросах международной политики нам не стоит. Конечно же, этот пункт вызывает, разного рода разговоры и может быть исключен, из концепции внешней политики. В парламенте не дали
как вчера проводился комитет на этот счет. И одно из предложений заключалось в том, чтобы исключить, в принципе, этот пункт. Я думаю, это никому не помешает. Да? А иначе каждый, кто будет выезжать, допустим, даже с личным визитом, мы знаем примеры предыдущих 2 недель, например, в Республику Грузия, все это будет расцениваться как какой-то внутренний заговор. Я думаю, что для того, чтобы умерить страсти и так далее, мы можем прийти к какому-то консолидированному мнению, тем более в парламенте на этой неделе был президент Абхазии, он сказал, что он примет предложение парламента в этом отношении. Само существование концепции внешней политики мне представляется положительным шагом. Что касается вообще внешней политики Республики Абхазия, да, вокруг нас огромное количество угроз. И если у нас есть определенные разногласия во внутриполитических вопросах, то в отношении внешней политики мы точно должны быть едины. Ну, конечно же, чтобы быть сильным во внешнем мире, нужно, чтобы внутри республики было спокойствие, стабильность и мир. Поэтому могу пожелать нашим гражданам, нашим политическим партиям, руководству республики согласия для того, чтобы мы могли единым фронтом выступать. В обществе существует такое мнение, что нужно продумать такую процедуру отзыва депутата. Вы как думаете, это нужно и возможно ли будет это воплотить в жизнь? Эта тема давно обсуждается в Абхазии, и не только в Абхазии. Это тема, связанная с императивным мандатом. Мандат может быть свободным и императивным. Она существовала во времена Советского Союза, и в начале 90-х годов она как бы канула в лету, что называется. Есть плюсы и минусы этой темы. Я, например, считаю, что депутат, кстати, я говорил и в начале интервью, он может быть избран по спискам, то есть от партии, чтобы улучшить качество. И если будет императивный мандат, то есть отзывность депутата, могут быть разного рода перекосы и злоупотребления этим правом. Допустим, со стороны тех же оппонентов, которые шли на выборы, да, со стороны недоброжелателей, в том числе может быть коррупционная составляющая. Императивный мандат, сам по себе, сама теория императивного мандата подразумевает собой выполнение наказов избирателей, да, но технически и физически невозможно по каждому вопросу каждой сессии, повестки дня советоваться со своими избирателями. Есть сложные вопросы, есть нашумевшие вопросы, которые можно обсуждать с частью избирателей. Например, у меня в округе 4700 избирателей. Я не могу каждый вопрос сессии обсудить с ними. То есть, ведь мои избиратели — это не только люди, голосовавшие за меня, это все люди, которые живут в моем округе. Плюс мы говорим в случае с императивным мандатом о связи депутата со своими, значит, избирателями, но мы не говорим о связи депутата и с парламентом. Да. Более того, избирателям могут быть неизвестны определенные нюансы, объективные обстоятельства, связанные с тем или иным вопросом. Есть вещи, которые обсуждаются в парламенте в закрытом режиме вместе с исполнительной властью. То есть если по всем этим вопросам 35 депутатов будут советоваться с своими гражданами, я думаю, что сами граждане устанут от от такой взаимосвязи со своим избранником. Конечно, то, что я говорю, может кому-то не понравиться, да, но именно независимость и судей, и депутатов дает им возможность беспристрастно подходить к вопросам. Да. Другой вопрос, что на практике не все это реализуется. Но если будет императивный мандат, кто нам гарантирует, что не будет хуже? Конечно же, это возможно, да, принятие соответствующих изменений в закон. Я думаю, что в данном контексте вертикаль власти ломать не стоит. Другой вопрос, что нужно предусмотреть дополнительные требования для кандидатов в депутаты. Это вот сейчас на предстоящей сессии должны быть рассмотрены. Это и наличие высшего образования, наличие стажа работы.
да, и какие-то другие стоп-факторы, которые будут отсеивать людей, недостойных быть депутатами и представлять народ. Вот такого рода изменения нужно вносить. Конечно, тема императивного мандата, она очень модная. Я думаю, что в преддверии предстоящих через год выборов снова с новой силой люди будут говорить об этом, да? Но мы должны исходить из того, как строится государство. Да, вот, например, в случае с Российской Федерацией тоже пытались ввести императивный мандат, причем депутата могут лишить партии внутри, значит, коллегиального органа мандата. Ну, тогда получается полная несуразица. То есть избирают его одни люди, а лишать мандата будут другие. Да? Вот. Подобного рода перекосы возможны. Парламент не принял проект бюджета на 2021 год. Да. Вы лично как голосовали и почему? Я голосовал за бюджет 2021 года. Связано было это прежде всего с тем, бюджет был не идеален, идеальный бюджет вообще идеальным быть не может, наверное. Связано это было с тем, мое голосование лично, с тем, что государству 2020 год вообще пришлось сложно в силу разного рода обстоятельств. Это и различные политические потрясения, и выборы президента, и, конечно же, пандемия коронавируса. Голосовал за, но тем не менее вы знаете, что бюджет не прошел. Хотя бюджет должен быть принят, страна должна иметь бюджет, по которому она будет жить предстоящий год. Время сложное, не только в республике нашей, но и во всем мире. И поэтому мы должны дать возможность нашим органам исполнительной власти, да, иметь документ финансовый, на который они будут опираться. Есть определенные замечания на этот бюджет, в том числе были и пожелания со стороны наших коллег. Могу перечислить некоторые. Это ремонт линии Ачагвара в период ремонта Ингургэс, когда Ингургэс остановлена, значит, наши коллеги настаивают на том, что нужно отремонтировать эту линию, но исполнительная власть в ответ на, значит, это чаяние и говорит, что линия будет отремонтирована. Насколько мне известно, в России уже заказано соответствующее оборудование, устанавливаться, монтироваться оно будет силами Черноморэнерго. Я думаю, что этот вопрос в отношении бюджета и включения данных сумм в бюджет отпадет. Также были там вопросы, связанные с независимыми СМИ, значит, вопрос установки счетчиков поднимали наши коллеги, приборов учета. Это очень важный вопрос для республики. Это один из вопросов, которые, возможно, приведут к тому, что наша энергетическая отрасль, система будет спасена. Там нужны колоссальные деньги, колоссальные вложения. Конечно, я отчасти согласен, что к этому вопросу можно подходить частично, да, то есть установить сейчас какое-то количество. Ведь, как показала практика, значит, объекты, на которых установлены соответствующие приборы учета, они на 80% значит, соответствующие выплаты в бюджет осуществляют. То есть это то, к чему мы должны двигаться. Весь цивилизованный мир платит за свет. У нас цена за свет 40 копеек, мы не платим даже эту цену. Это товар. Электроэнергию мы не должны воспринимать как дар свыше или манну небесную, или часть социального пакета. 40 копеек — это уже социальный пакет. Другой вопрос, там, чем мы обеспечиваем наших граждан в других сферах и отраслях, в том числе и в пенсионной области. Да, это тоже несоизмеримые какие-то вещи. Ну, все проблемы в нашей стране от нашей нищеты, плюс ко всему этому высокий уровень коррупции, как и во многих странах, да, с которой тоже необходимо бороться. Понятно, что для депутата на первом месте законотворчество, но на втором месте, наверное, избиратели. Вот вы часто с ними встречаетесь, удается ли вам им помогать и с какими вопросами в основном к вам обращаются? Конечно же, я часто встречаюсь со своими избирателями. Я живу в округе, в котором я избрался. Это район Турбазы.
Синоп и Киласур, все входит в мой округ, то есть это расстояние от Красного до Киласурского моста. В моем округе 4700 избирателей. За 4 года моего пребывания в парламенте, значит, я принял до 1500 человек в качестве, значит, посетителей, людей с различного рода просьбами. Это не значит, что у каждого есть отдельно взятая просьба. Бывает, люди приходят группами и так далее, ну, с одного округа. Общаемся часто, до пандемии делали ежегодные встречи с избирателями, да, проводили в 2 районах моего округа, общались по разного рода вопросам. Разброс вопросов совершенно разный, начиная от, значит, некоторые приходят с инициативами внесения изменений в какие-то законодательные акты, да, но в основном это вопросы коммунального хозяйства, это трубы, водопроводы, канализации и так далее. Это не прямая обязанность депутата, но мы по мере возможности стараемся помочь через администрации городов. Ну, вы как посредник, да? Да, мы, получается, посредник между... Потому что вам легче открываются двери чиновников. Ну, не все двери закрыты для населения, да, но есть такие двери, которые легче открыть депутату. А если не получится открыть, иногда приходится, образно говоря, ее подтолкнуть. Ну, конечно, в большинстве случаев мы находим понимание, да, и находим отклик. Вообще округ у меня интересный, там есть, в него входят и дома Абхазского государственного университета, это ведомственные дома и дома СФТИ. И, собственно, в этом и заключается проблема, потому что эти дома не состоят на балансе города, и коммунальные службы обслуживают их в ручном режиме. То есть мы звоним, связываемся, и, конечно, коммунальные службы идут навстречу. В рамках округа у меня есть и мечты определенные, да, которые хотелось бы реализовать, потому что, наверное, из 100% обращений удается реализовать где-то 40%. Например, на турбазе мечтают о мини-футбольном поле, которое есть по всей Абхазии практически. Турбаза — большой район. Также вот, хотелось бы восстановить тротуар, связывающий турбазу, Синоп, Киласур, Даагу. Да, то есть восстановить широкий тротуар, сделать велосипедную дорожку. Там шикарная зона для прогулок, для отдыха. Студенты могли бы возвращаться с университета, мамаши с детьми гулять и так далее. Да. Есть вопросы, которые необходимо решать. Я думаю, что рано или поздно мы подойдем к решению этих вопросов. Конечно, есть более горящие вопросы, да, значит, в республиканском масштабе, но и эти вопросы, касающиеся инфраструктуры мест, где живет огромное, большое население в масштабе Абхазии, тоже необходимо решать. Ваш отец известный политик в Абхазии, Ашуба Нугзар Нуриевич. Он был спикером парламента 2 созывов, в одно время даже исполнял обязанности главы государства. Он человек опытный в политике. Вы часто с ним советуете? Конечно же, я всю жизнь, все свое детство наблюдал за отцом, за тем, что он делает. Мне эта сфера деятельности нравилась и импонировала. И так уж сложилось, что еще, как говорится, один созыв до меня в парламенте работал мой отец, теперь работаю я. Я думаю, что это нормально, это связь поколений. Что касается советов, конечно, грех, значит, иметь такого отца дома, человека с большим опытом, и не советоваться. Есть некоторые вопросы и многие вопросы, по которым я с ним советуюсь. Вообще, плеяда людей, которая вышла из комсомола, они все заняли серьезные позиции, в том числе и в Республике Абхазия, и в бывших странах СССР, да, в странах СНГ. Даже сейчас отец продолжает общаться, и в любой точке, значит, России и стран СНГ у него есть человек, который с ним работал в комсомоле и который, значит, сейчас тоже сохраняет активную жизненную позицию, в состоянии решать те или иные вопросы в месте, где он находится.
Вообще я считаю, что в Абхазии часто говорят, что все старшее поколение надо отодвинуть, а молодое оставить. Я так не считаю. Это должен быть сплав, наверное, взрослых и более молодых людей, потому что есть много вопросов, по которым можно советоваться и получать опыт. Могу сказать, что мне повезло, у меня в доме был, значит, ныне покойный Андрей Михайлович Джиргения, жил с нами в одном доме, и часто приходилось общаться и с ним, слышать много очень интересных историй про становление нашего государства, про послевоенное время. Это плеяда людей, у которых нужно учиться. Отец всегда дает советы, но никогда не дает совет, в какую сторону решить тот или иной вопрос. Он, значит, инструктирует, скажем так, о направлении, но право решения остается всегда за тобой. И даже если ты у него просишь, значит, чтобы он сказал, как будет правильно, он никогда оставляет решение за тем, кто спрашивает совета. А как вот вы решили прийти в публичную политику? До этого вы работали в Министерстве иностранных дел. Ну, там совсем другая сфера. Здесь вам приходится вот выступать на сессиях. Это была ваша личная инициатива или же кто-то на вас повлиял? Безусловно, это была моей личной инициативой. О том, как я попал в публичную политику, я хорошо помню. После того, как я проработал в МИДе определенный период времени, значит, я работал сначала специалистом юридического отдела, впоследствии помощником министра при Вячеславе Андреевиче Чирикбо. Кстати, спасибо ему огромное за тот опыт, который нам удалось получить от него. В тот период работал и, значит, Олег Нуриевич Ашба, заместителем министра, очень опытный человек. Ираклий Хиндба, да, он не на порядок старше нас, но тоже очень опытный, образованный человек. Есть много вещей, которым мы учились у них. В публичную политику я попал через местные органы власти, как и заведено у нас в Абхазии, скажем так. Ко мне обратились ребята с нашего двора, скажем так, когда предстояли, значит, выборы в местные органы. Это как раз был тот созыв, который сейчас уходит. Меня поддержали и другие ребята с района, и я прошел в Сухумское городское собрание. Через год были выборы в парламент, мы снова собрались, и было принято решение, что я буду выдвигать свою кандидатуру в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Вот так вот сложилась моя карьера, скажем так, пока короткая, в публичной политике. Ну и завершающий вопрос. Может быть, я забегаю вперед, но и тем не менее, через год вы будете выдвигать свою кандидатуру вот в качестве депутата Народного собрания? Или вы еще не приняли такое решение? Ну, политические процессы в Абхазии настолько реактивные, что за год может произойти все, что угодно. На сегодняшний день я точно не могу сказать вам, но, возможно, буду. Скорее да, чем нет. Время покажет. Я вас благодарю за беседу и желаю вам всяческих удач. Спасибо большое. Удачи вам.